О том, что на этом месте задолго до депортации располагалось мусульманское кладбище конца 19-го, начала 20 века, говорят местные старожилы. На участке уже залили основу под будущую детскую площадку и завезли строительные материалы. Анам, бабам bir yerde mezarlık olğanını aytdı. Tap evvelden koyulgan eken mındaki ölüler. Şimdiki mezarlığa değil. Onun için biz mezarlığın yanından geçende dua yapıp geçiyorduk. Allah rahmet eylesin diye. Şimdi bu aydutlar buna ne yapacak oluyorlar? Balalarını oynatacak oluyorlar bunda. Layık mı? Bunda bizim icraatlarımızın gömülen yerine, icraatlarımızın süreklerin üstüne oynamaya, aş pişirmeye bunda layık mı? Информацию, подтверждающую, что здесь было кладбище, можно найти и в книге об истории села, которую издал активист национального движения Рифат Муслимов. Билал Мәмбеттің бабасы келген еді бізге. 71-ден 72-ден. Bekir ağa. Сон Бекір аға. Рифат оны көйге алып кетті. Көйгенне бек арызлайды бармаға. Кешмішлеріңге hepsini dua yapma. Кетірді бұнда mezarlık olған yerге келіп dua yaptılar. Ondan son деген бір терегің түбінде менің анам дефін еткен yeri бар еді. Бұл терегің түбіне йықылып, анасының аңып, ағлаған еді Бекір. Местные жители направили обращение в муфтият Крыма и собирают подписи против строительства здесь детской площадки. Мой покойный отец Бабам Рифат Муслимов, он всегда говорил, что здесь похоронен мой отец, то есть мой муслим деде здесь похоронен. И мы категорически против. Почему? Как мы должны воспитывать молодежь, как мы должны воспитывать нравственное воспитание, какое давать подрастающему поколению, если здесь, зная, что здесь мусульманское кладбище, они здесь строят детский развлекательный центр. Я обращаюсь к местной администрации нашего села. Облагоразумьтесь, придите в себя, не делайте такие вещи, не надо учить наших детей таким вещам. Активисты обратились в сельсовет Солнечной долины. Там обещали поднять архивы и проверить информацию о захоронениях.